Вітаю, сябры, працягваем жывы эфір на Еўрарадыё. Мяне завуць Маша Калеснікова, і сёння я працягну, як цягам апошняга месяца, як гэта рабіла, працягну размаўляць пра выбары ў каардынацыйную раду. Са спазненнем, але стартавала галасаванне на выбары, і беларусы ўжо актыўна галасуюць. Наколькі мне вядома, 100 чалавек за апошнія 2,5 гадзіны ўжо аддалі свае галасы. Сёння мы будзем гаварыць пра галасаванне і пра тое, што адбылося, чаму здарылася спазненне, наколькі ўсё гэта бяспечна. Алена Прыходько, старшыня выбарчай камісіі, наша сённяшняя госця. Вітаю, Алена. І Павел Лібер, распрацоўшчык платформы для галасавання. Павел, вітаю. Привет. Ну, я так разумею, стрэс, які вы перажылі за апошнія суткі, нікому не пажадаеш перажыць. Ну, было и было. Что тут скажешь? Было и было. В этом стрессе, что он забывается, потому что 2 года назад, пережив этот стресс, мы думали, никогда снова. И вот мы здесь. Подтверждаю. Згодна з Пашем, так было и так ёсць. Давайте вось з самага пачатку гэтай сітуацыі пачнем разбірацца. І тут пытанне адразу ад нашага гледача. Публікацыя нашай Нівы з пытаннямі да правайдера SumSub з'явілася менш, чым за дзень да пачатку галасавання. Як вы лічыце, чаму такая інфармацыя з'явілася менавіта пад пачатак галасавання, і ці было гэта адмыслова? Алена, пытанне да вас. Слухайте, ну, у меня, конечно, нема адказаў, я не працую ў нашай Ніве, і яны не камунікавалі падчас напісання гэтага артыкула ні з кім з сябраў камісіі, і наколькі вядома, з Паўлом Ліберам таксама у апошні момант яны не камунікавалі. Вось, таму я так наўпрост, конечно, не адкажу, чаму гэта з'явілася зараз. Тут хутчэй да іх пытанне, але чаму яны не спраўдзілі інфармацыю, а выдалі гэта так нагара. Вось тут у мяне, канешне, пытанне, можа, яны хацелі паспець, я не ведаю, предотвратить беду, ці што. Вось, але тут хутчэй пытанне, ну, да іх, чым яны кіраваліся, і ўвогуле, адкуль у іх гэта інфармацыя з'явілася, як яны гэтую тэму пачалі распрацоўваць, як доўга яны працавалі над ёй. Ну, у мяне шмат пытанняў таксама. Павел, для вас тое, што здарылася з пытаннямі да кампаніі верыфікатара, было такой нечаканасцю? Это было неожиданностью, потому что как раз-таки к компании-верификатору у нас было меньше всего вопросов. И я уже пояснял, почему. Потому что это достаточно крупная компания, и в данном случае у меня нет особо претензий к нашей Ниве. Ну, то есть журналисты, безусловно, хотели сделать свою работу. Как бы плохо, что они не поговорили с компанией SumSub. Плохо, что они опирались на статью, которая там была признана судом как бы недействительной. То есть я думаю, что в данном случае просто спешка породила какую-то неаккуратность, и в итоге появилась, как бы, с одной стороны, достаточно серьезная статья с обвинениями, с другой стороны, практически на следующий день как бы опровержение от самой компании SumSub, которую опубликовала наша Нива. При этом очень важно, что часть вещей действительно были значимыми, да, то есть, как бы, например, наша Нива указала на утечки, мы пояснили, что это были за утечки, или наша Нива показала на российское происхождение основателей, мы действительно взяли время перепроверить эту историю. Ну, то есть, я думаю, что эта история, безусловно, могла бы быть более спокойной и этичной, и более профессиональной, как мне кажется. Но в любом случае я особого вреда в ней не вижу, кроме того, что мы там потеряли какое-то количество времени на то, чтобы все перепроверить, отложить запуск, ну и какое-то количество нервов, чтобы, безусловно, поотвечать на все вопросы, успокоить людей и прочее. Ну, бачыце, запуск вы адклалі, і калі ўжо ўсё было гатова да запуску, пачалася вось гэтая масіраваная DOS-атака. Ці можна падрабязней пра яе, як гэта было арганізавана, колькі, напрыклад, рэжым мог умоўна выдаткаваць на гэта грошы? Слушайте, на самом деле сама атака началась даже не к 21:00, она началась чуть-чуть раньше, и, соответственно,
она была достаточно массированной, ну, то есть, как бы мы насчитали там более, ну, почти 2 миллиона запросов, которые пошли на там платформу «Три слоны», по-моему, 1,3 Миллиарда, не Паш. миллиона, миллиарда, да, 1,3 миллиарда, которые пошли на саму платформу. И я думаю, что задачей было как раз-таки всю эту историю замедлить, соответственно, ну, потому что когда, к сожалению, совпало, что атака началась ровно в тот момент, когда мы решили дополнительно проводить тестирование, соответственно, это все пришлось делать под этой нагрузкой, условно говоря, там одним глазом тестировать, вторым глазом там создавать правила, потому что проблема таких атак не столько в том, что они влияют на отказоустойчивость системы, сколько в том числе в том, что они выедают деньги. И, к сожалению, современная борьба с DDoS-атаками – это борьба денег против денег в том числе. И режим эти деньги тратить готов, они у него есть. У нас денег, к сожалению, гораздо меньше, и брать там их неоткуда. Поэтому как бы нужно очень эффективно реагировать, отрабатывать стратегию, чтобы не уйти в минус, и при этом параллельно там заниматься тестированием системы. При этом, на наше счастье, мне кажется, мы не ожидали таких массированных угроз, я скажу честно, потому что в прошлый раз тоже были там атаки, но они были там несущественные, там 10 миллионов запросов, там 12 миллионов запросов. То есть, соответственно, в этот раз еще в апреле, когда начали атаковать «Три слоны», мы увидели, что объемы возросли многократно, режим готов тратить на это деньги, и мы в том числе стали пересматривать, окей, а под такой нагрузкой, если компоненты платформы, которые мы хотим оптимизировать, нам пришлось оптимизировать подходы к серверной части платформы. Комиссии пришлось это перепроверять, потому что мы не можем просто как технический партнер что-то сделать, и потом как бы комиссия это просто примет. Да? Комиссии нужно убедиться, что это работает как нужно. И вот вся эта цепочка каких-то факторов и стала причиной основной задержки. С точки зрения трат, ну вот когда мы оценивали апрельские потенциальные траты, у нас это гипотетически доходило там, до 50-60 тысяч долларов. Почему мы считаем, что это дорого, хотя обычно DDoS-атаки дешевые? Мы это видим по характеру трафика, что это трафик не с популярных каких-то ботнетов, который легко отсекается с современными клауд-провайдерами. Почти половина этого трафика проходит через щиты CloudFront, Cloudflare, и, соответственно, это значит, что он идет, как правило, с мобильных ферм, то есть с мобильных устройств, с десктопных устройств. И дальше, соответственно, это, опять же, вопрос денег. У кого есть деньги, те и могут купить такие фермы, которые, постоянно меняя IP-адреса, эмулируют настоящие мобильные телефоны для того, чтобы, соответственно, популярные клауд-щиты их пропускали. И вот эта гонка, как бы, она непрерывная, поэтому как бы в ближайшее время, я думаю, что мы не расслабимся до конца выборов, потому что вот одна волна сейчас вроде бы стихла, мы сейчас ожидаем вторую сразу после начала выборов. Поэтому пока что вот мы находимся в режиме постоянной готовности. И, как правило, волны до этого, они активно начинаются ночью, чтобы ты за этим не следил, и чтобы ты... Ну, и поэтому у нас сейчас еще такой режим, когда мы там ночью просыпаемся, смотрим, что происходит. Ну, то есть беспокойное время, я бы так сказал. Але чаму не атрымалася падрыхтавацца вось да такой масіраванай атакі загадзя? Нет, это было дело не в подготовке. Было дело в том, что мы потеряли время, в том числе из-за статьи нашей Нивы. Как бы мы отложили в итоге все тестирования, потому что было непонятно, мы продолжаем, не продолжаем. Мы взяли время на тестирование, мы начали тестирование, мы получили эту DDoS-атаку. Ну, то есть это просто наложение факторов. Как бы при этом сама система, она оставалась работоспособность, то есть это не что-то, что мы там в последний момент как бы резко переделали. Мы в апреле действительно отошли от технического задания, мы перешли на более мощные сервера, соответственно, это потребовало другой конфигурации, как бы, и вот эту историю мы перетестировали перед запуском. Павел, да вас яшчэ пытанне з чату трансляцыі, так? Чаму, маючы дастаткова часу і шырокі выбар кампаній на рынку, Лібер выбраў кампанію, заснаваную былымі грамадзянамі Расіі, пераехалі ў Ізраіль у 2015 годзе. Павел, напэўна, ведаў, што такі выбар выкліча. Вось такі каментар. Что можете сказать? Что таки выбор выклиша? Это, конечно, такие,
Такі нацыяналістычны заход адразу. Не-не-не, вопрос правильный. Как бы давайте разделим его, кстати, на две части, потому что многие люди почему-то считают, что у нас было очень много времени на то, чтобы все сделать. Но это, к сожалению, не так. То есть, несмотря на все рекомендации, что там разработку нужно было начинать там, за 8 месяцев до выборов, в итоге все началось за 3, когда были приняты финальные решения. Поэтому не так, чтобы было много времени как бы все делать. Да? Второе, когда мы выбирали компанию, в прошлый раз мы работали с компанией Veriff, как бы, и в целом компания была неплохая, но поскольку мы с ней уже работали, мы понимали, что за 2 года там режим может пытаться найти к ним какие-то, как бы, соответственно, подходы, и мы принципиально хотели другого провайдера. И когда мы смотрели на другого провайдера, мы выбирали между разными компаниями. Была компания SamSap, была компания Onfido, была компания Regula, которая еще хуже, чем SamSap в плане российскости их производителей. И белорусскости. Да. И для нас очень важно было смотреть тут не на происхождение, как бы, а на какие-то более основательные профессиональные факторы. Позиция компании на рынке, признание компании на рынке, те сертификаты, которыми она обладает, потому что сертификаты гарантируют международный аудит. Соответственно, компания не может пользоваться российским софтом, сливать данные в Россию, пройти при этом как бы международный аудит. Да, то есть, соответственно, как бы мы руководствовались набором как бы все-таки каких-то общепризнанных профессиональных факторов. То есть, и да, как у многих компаний сегодня есть как бы какие-то основатели, которые когда-то родились в России, но если они уехали из России, если они в 2022 году публично признали, что они за Украину и прекращают работать на российском, белорусском рынке, как бы, то для нас это показатели хорошей прозрачности и честности компании. Ну, и опять же, у них большая клиентская база, у них есть крупные бренды как бы в клиентах, поэтому мы исходили здесь исключительно из синтетических факторов. Дзякуй, Павел, за адказ. Пытанне такое. Давайте, відаць, зараз крыху разбярэмся ў тэхнічных момантах. Так, людзі ўжо пачынаюць галасаваць. Нехта галасуе па пашпарце Новай Беларусі, нехта галасуе па пашпарце пашпарт подружжа, так, і вось ужо я глядзела, выкладаюць у Facebook там нейкія скрыны, вось там Фёдор Павлюченко спрабаваў прагаласаваць, яго не атрымалася. Так, вось давайте Спадзяюся, ён не знайшоў тут адразу рускі след у тым, што гэта рускі, пакуль пра гэта не пісаў. Перашкаджалі прагаласаваць. Бо па пашпарце замежнікаў, я так разумею, нельга галасаваць, так? Ці, давайте, Павел, просто расскажите, кто может голосовать, да, по каких паспортах и так далее. Ага. Давайте я коротко расскажу и сразу расскажу, возможно, с какими проблемами люди могут столкнуться, потому что какие-то первые вопросы уже пошли. Первый вопрос, вот он как раз возник у Федора и одного человека, они не смогли проголосовать по паспорту Новой Беларуси с мобильного телефона. Как бы, соответственно, оно работает в вебе, оба человека смогли проголосовать, и Федор, и второй человек в итоге через веб-версию, через десктоп. Мы пока разбираемся, почему такая проблема именно с айфоном, именно на мобильном телефоне, именно с паспортом Новой Беларуси. Тут такое сочетание. Поэтому, если вдруг у кого-то еще не получится, просто совершенно спокойно с компьютера вы сможете проголосовать с паспортом Новой Беларуси, это будет работать. Вторая проблема, с которой мы столкнулись, то, что у нас iOS-версия через, как бы, соответственно, инструмент Apple для бета-тестирования приложений TestFlight. И, опять же, некоторые пользователи не смогли поставить приложение. Они могут либо воспользоваться веб-версией приложения, либо просто выгрузить TestFlight из памяти, открыть ссылку заново, и оно должно работать. Мы об этом напишем в инструкциях. Опять же, мы на ходу тоже корректируемся, видя, что люди сталкиваются с какими-то проблемами. По поводу принимаемых документов принимается только 2 документа. Это синий паспорт, соответственно, старый, и красный паспорт, который вообще называется национальный белорусский паспорт. Паспорт Новой Беларуси – это его неофициальное название. Соответственно, принимаются оба эти документа. Почему? Потому что в обоих этих документах используется один и тот же идентификационный номер человека. То есть, соответственно, мы можем людей таким образом корректно дедуплицировать, не допустить, чтобы кто-то проголосовал дважды. Все остальные документы не принимаются, потому что туда не переносится этот идентификационный номер человека. И дальше получается, что все эти документы имеют абсолютно разные номера. И
надеяться на то, что человек не проголосует дважды, мы можем только понадеявшись на то, что мы там его лицо дважды распознаем, хотя это работает на уровне платформы SumSub, это все равно уже меньшая надежность. Поэтому было принято решение, что, соответственно, будут использоваться только официальные документы в виде белорусского паспорта, но из плюсов принимается просроченный белорусский паспорт. Таким образом, люди, у которых нет документов и закончился паспорт, могут использовать свой просроченный белорусский паспорт. А вось глядзіце, пашпартныя базы, так, якія ў нас ёсць, яны даволі старыя. То бок тэарэтычна тыя, хто, напрыклад, атрымаў пашпарт і грамадзянства пасля 21 года ўжо не могуць галасаваць на выбарах у Координационную раду. Я правильно разумею? Нет, это никак не связано с паспортными данными, которые есть. То есть новый биометрический паспорт тоже будет приниматься, потому что он внесен в базу SumSub как валидный белорусский паспорт. То есть вообще любой валидный белорусский паспорт, включая паспорт Новой Беларуси, который мы тоже считаем валидным, соответственно, будет приниматься системой. Павел, яшчэ да вас пытанне. Доступ да якіх канкрэтна дадзеных атрымае кампанія SumSub цягам галасавання, як гэтыя дадзеныя будуць апрацоўвацца, у якім выглядзе захоўвацца і калі яны будуць выдаленыя, як вы гэта адсочыце? Да, это часть процесса, которая у нас описана в техническом задании. Значит, поскольку паспортные данные хранятся в компании SumSub, она хранит эти данные, чтобы соответствовать требованиям GDPR на немецких серверах компании Amazon. На время выборов происходит разделение доступа между представителем со стороны комиссии и представителем со стороны Координационного совета, для того, чтобы ни у одного человека из них отдельно не было доступа внутрь SumSub. То есть на время выборов внутрь аккаунта SumSub никто не может зайти, плюс у SumSub есть обязательное логирование. Если после выборов окажется, что кто-то все-таки туда вдруг зашел, то будет, соответственно, приниматься решение о признании выборов недействительным, но, по сути, зайти туда нельзя. Произошло разделение доступа. Значит, после выборов, опять же, это прописано в техническом задании, все эти данные удаляются, то есть, по сути, аккаунт уничтожается, и таким образом и опять же, это происходит в присутствии двух сторон, то есть одна сторона контролирует другую. Таким образом, по сути, во время выборов никто не имеет доступа к этим паспортным данным. После выборов паспортные данные удаляются. У самого SumSub они хранятся в зашифрованном виде на европейских серверах. Соответственно, в открытом виде они нигде не хранятся, никуда не передаются. А што адбылося са звесткамі удзельнікаў па-за леташняга галасавання? У дадатку Беларусь-ID усе загружаліся пашпартныя дадзеныя, так, яны ў бяспецы? Ці яны таксама выдаленыя? Они точно так же удалялись, и, соответственно, это одна из причин, почему сейчас нельзя воспользоваться вот этими данными с прошлого раза. Потому что, несмотря на то, что мы очень надеялись, что мы после тех выборов сможем оставить хотя бы хэши данных для того, чтобы на следующих выборах людям не надо было заново проходить верификацию, но мы обнаружили, что поскольку все это событие было связано с выборами, то, в принципе, небезопасно хранить эту информацию, поэтому вся эта информация была удалена в прошлый раз, точно так же под контролем, и, соответственно, в этот раз людям придется проходить все заново, и в этот раз мы после выборов снова все удалим. Соответственно, наша мечта сделать вот этот цифровой кошелек, в котором человек будет носить свои паспортные данные, он пока упирается в то, что мы его все время делаем под выборами и вынуждены удалять, потому что иначе можно сопоставить по косвенным признакам время транзакции, время создания аккаунта. То есть вот для того, чтобы никаких разночтений не было, нам проще все эти данные удалить. И, возможно, потом мы попробуем начать сбор их заново, чтобы все-таки прийти к идее вот этого цифрового кошелька на будущее. У нас, калі созвон быў з міжнароднымі назіральнікамі з камандай Фредерика Пеці, яны акурат задавалі нам такое пытанне, а ці захаваліся
у выбарчых суб'ектаў альбо у вас вось гэтыя спісы выбаршчыкаў, таму што пры нармальных умовах у нармальнай выбарчай сістэме, напрыклад, выбарчыя суб'екты, кандыдаты, яны маюць спіс сваіх кандыдатаў, так, на якіх яны потым працуюць, там рассылку робяць. Ну гэта калі ўсё нармальна, ну гэта цалкам натуральныя рэчы. І яны задалі нам пытанне, і мы такі, мы усе, хто там былі на зазвоне, сябры камісіі, мы ў шоку былі, мы адразу увогуле не разумелі, як такое у нас можна спытацца, таму што мы нават такую думку не дапускалі, што нейкія спісы могуць быць. Хаця, ну, у нармальнай сістэме і пры нармальных умовах гэта натуральна, у нас не. Ну так, Алена, ну паколькі галасаванне пачалося са спазненнем, я так разумею, што яно будзе ўсё ж працягвацца і скончыцца не 17 числа. Ну вось адказ на гэта пытанне зараз на баку коордынацыйнай рады, то бок мы накіруем да іх рэкамендацыю, такі зварот ад імя камісіі з апісаннем таго, колькі гадзін платформа была недасяжная, так, і з рэкамендацыяй працягнуць фінал галасавання на вось гэты непасрэдны час, там колькі гадзін платформа была недасяжная. Ну а ўжо коордынацыйная рада будзе прымаць гэтае рашэнне, таму зараз не гатова адказаць. Як увогуле вы ацэньваеце агітацыю спісаў, так? Бо было такое ўражанне, што ў прынцыпе актыўнымі спісы былі толькі падчас таго, якіх запрашалі вось на нейкія эфіры, так, на дэбаты. Але увесь астатні час, ну, як бы яны не вельмі змагаліся за сваіх выбарцаў. І як жа ж тады, калі яны не змагаюцца за сваіх выбарцаў, яны будуць цікавымі беларусам? Ну, з таго, што мне, напрыклад, патраплялася ў соцсетках, там, Інстаграм і Тік-Ток, то досыць актыўненька мне патраплялі агітацыйныя ролікі. Некаторых, не ўсіх, але некаторыя спісы яны так патраплялі. Ну, я разумею, што гэта алгарытмы, так? Калі ты паглядзеў, то ён табе прапануе гэтага больш і больш. Але тым не менш, ну, такая пэўная інфармацыйная кампанія велася. Ну, і ўсё ж такі я хочу звярнуць увагу, што мы ўсе працуем ва ўмовах з вельмі абмежаваным рэсурсам усяго насамрэч. І агітацыйная, інфармацыйная кампанія гэта таксама каштуе грошаў, высілкаў, часу і шмат чаго яшчэ. І таму прад'яўляць нейкія такія звышчаканні ад таго, каб гэта было там перфект, там па ўсіх пунктах, ну просто цалкам немагчыма, трэба ўсё ж такі неяк рэалістычна ацэньваць варункі, у якіх мы ўсе знаходзімся. Ну, то есть никто не пришел к тебе с мешком картошки или вареной курицы агитировать, голосовать за список? Не. Тоже. Попыток подкупу таксама не было. Ну, нешта з крэатывам ўсё ж не вельмі у нашых на мерапрыемстве таксама пакуль нікуды ніхто не запрашаў. Ну, увогуле не. Мы як сервільная абслуга пакуль так і праходзім. Ну, ввогуле, на ваш, Алена, погляд і на ваш, Павел, погляд, ці можна казаць, што вырасла сёлета цікавасць да выбараў у коордынацыйную раду? Магчыма, у вас быў нейкі такі маніторынг, не ведаю, сацыяльных сетак, увогуле публікацыі ў СМІ, ці можна пра гэта казаць? Я не ведаю, як цікавасць вы маеце на ўвазе, цікавасць з боку выбаршчыкаў. З боку выбаршчыкаў, з боку беларусаў, ну, так. У мяне тут, канешне, больш песімістычныя прагнозы. Мне падаецца, увогуле цікавасць беларусаў да нейкай такой палітычнай справы, яна знізілася цалкам. І гэта не толькі пра выбары, а ўвогуле цалкам. І, напрыклад, калі там вызваліліся з турам такія знакавыя персоны, якія, ну, падаецца, там у 2020 годзе набіралі там сотні тысяч подпісаў усяго, то выбар амерыканцаў у тым ліку. Ну, не толькі, але ну, вельмі знакавыя палітвязні, чыі імёны, чый аўтарытэт, ён ну такі бездакорны і вельмі чаканыя людзі, але такога мега-вау-эфекта, асабліва такога, каб там людзі нейкім чынам, о, ўсё, давайте мы арганізоўваемся, там наш лідар выйшаў, так, альбо патэнцыйны. Ну, гэтага не адбываецца. Ну, таму што у прынцыпе ўсё змянілася. Сам ландшафт палітычны змяніўся, таму не. Але вось, прынамсі, агітацыйную кампанію хочу адзначыць, што яна ну нашмат якасней, чым яна была ў мінулы раз. То бок тое з таго, што я бачыла і чула, вось акурат на вельмі такім прыязным узроўні. Павел, дадасце што-небудзь? Нет, у меня очень похожее ощущение. Мне кажется, что интереса будет меньше. Я тоже считаю, что явка, скорее всего, будет меньше.
И я думаю, что есть же фундаментальный вопрос, который люди все задают друг другу, как бы зачем нам все-таки координационный совет, поясните и прочее, прочее. И понятно, что они где-то риторические, где-то они поясняются, но эти пояснения не удовлетворяют людей из того, что я вижу. То есть именно поэтому как бы интерес меньше, я его чувствую в своем окружении. Ну, в моем окружении, если честно, большинство людей уже вообще как бы не читают ни независимые медиа, то есть они живут своей жизнью как бы, и это нормально. Но при этом я считаю персонально, что очень важно запустить какой-то все-таки проект в стиле перезапуска координационного совета в будущем, ну, потому что нельзя делать одно и то же несколько лет, как бы если ты видишь уменьшающееся внимание, да, соответственно, мне очень хочется, чтобы тот координационный совет, который сформируется в этот раз, попробовал сделать какую-то работу над ошибками, переформатирование своего стиля работы, как бы и прочее, прочее. Опять же, это пожелание меня как выборщика, то есть со стороны платформы моя задача обеспечить, чтобы этот координационный совет появился и чтобы это было безопасно. А у мяне я просто дадам, што Павел сказал, а ў мяне як у сябра камісіі будзе пажаданне да новага склада каардынацыйнай рады, калі ласка, рыхтуйцеся да выбараў, таму што тая падрыхтоўка, якая ёсць зараз, ну гэта, шчыра кажучы, проста немагчыма. Нельга так рабіць. Калі ласка, рыхтуйцеся, у вас будзе 2 гады, падрыхтуйцеся за гэтыя 2 гады для таго, каб больш не было вось гэтага проста няспыннага нейкага фокстрота. Что вы маеце на увазе, Алена? Я маю на увазе ўсе чыннікі. Ну, тое, што Павел казаў, калі у нас там, напрыклад, павінна быць там у яго, так, як у тэхнічнага правайдера, альбо у іншага, калі б там, напрыклад, абралі там не Паўла, а хтосьці там іншы. Ну, павінна быць, ну, прынамсі паўгады на падрыхтоўку, тэставанне, каб это ўсё было, а то і 9 месяцаў. Гэтага не адбылося. Камісія была сфармавана таксама ў апошні момант. Матэрыяльна-тэхнічнай базы для гэтага няма і дагэтуль няма. І нават абяцаны офлайн-пункт для координацыйнай рады таксама не арганізавалі. Што ж, а яшчэ такое пытанне, чаму сёлетнія выбары настолькі цікавыя беларускім уладам? Ужо ж падавалася, гэта 4-е скліканне, ужо ж ўсё мусіла ўжо сцішыцца. Яны ж, у прынцыпе, бачаць вынікі дзейнасці, умоўна кажучы, так і цікавасць беларусаў, якая не вельмі высокая да гэтага органа. А чаму ўсё ж яны не спыняюцца, вось дозяць і гэтак далей? Они ответственные люди, их задача подогревать интерес к координационному совету. Да, пиар-менеджеры наши. Ну, половина новостей про координационный совет связана как раз-таки с действиями режима. Представляете, если бы у нас еще и половина этих новостей про координационный совет не было? Так, і я хочу адзначыць, Марыя, што у адрозненні ад нас яны рыхтаваліся. Яны рыхтаваліся, у іх ёсць матэрыяльны рэсурс, мы бачым, так, якія выдаткі яны на гэта трацяць лёгка. У іх ёсць тэхнічныя адмыслоўцы, якія гэтым займаюцца, і ўсё працуе як часікі. Ага, Лібер, вырашыў ты платформу запусціць, стрымай. Ну, вось так. Людзі рыхтаваліся, не проста так яны падаткі свае праядаюць, і падаткі выдатковаюць нават на гэта. Ну, так. А вы можете сабе ўявіць, што ўлады захочуць яшчэ і паўдзельнічаць у гэтых выбарах і, напрыклад, прымусіць студэнтаў якой-небудзь акадэміі МУЗ, так, альбо там чыноўнікаў, настаўнікаў прагаласаваць за нейкі кантраверсійны спіс. Вось, як вы зразумееце, што такое здарылася, так, і што будзе рабіць у такім выпадку? Ну, уявіце сабе, там плюс, не ведаю, 10 000 галасоў за латушку раптам. Я шчыра кажучы, праблемы не бачу. Ну, класна. Ну, падвысяць рэйтынг латушку там ці камусьці іншаму, ну супер. Ну, па-першае, яны грамадзяне Беларусі. Яны маюць права галасаваць, так? Па-другое, тое, што яны прагаласуюць, нават калі яны абвесцяць, там зробяць з гэтага там нейкую шоу-праграму і скажуць, вось там мы ўсім там райвыканкамам прагаласавалі там за спіс нумар 150, ну і ок, дзякуй, паўдзельнічалі ў экстрэмісцкім фармаванні, зрабілі нам яўку, сваё волевыяўленне выказалі, ну, маеце права беларусы. Можа, гэта вось тое аб'яднанне, пра якое ўсе хочуць, гэты дыялог
дыялог інклюзіўнасць. інклюзіўнасць. Ну я толькі плюсы тут бачу, шчыра кажучы, каб яны гэтым кагосьці скампраметавалі, ну як яны скампраметуюць той спіс альбо той персону, скажуць, мы за яго галасавалі, дак ён у нас куплены, ну а мы ўсе такія, о, так, мы вам верым, канешне, да. Адразу бачна, што ён куплены, менавіта так гэта праяўляецца. Ну, на самом деле, мне кажется здесь, что просто так за кого-то голосовать, чтобы создавать явку, им не сильно выгодно, ну, потому что большая явка в координационный совет все-таки повышает значимость координационного совета. Да, и я думал, если честно, и я удивлен, что этим не воспользовались, что все-таки будет какой-то официальный прогосударственный список, потому что, ну, наверное, было бы запрещено его не впустить, если бы он согласился со всеми требованиями, и будет какое-то целенаправленное как бы разогревание голосов за этот список. И это было бы интересно, потому что тогда бы это просто ну, я думаю, что это бы тогда взбудораживало людей, потому что идея того, что их там в ПАСЕ будет представлять Тертель, она все-таки как бы не очень греет как бы душу, ну, потому что получается, что диаспоре дали подзатыльник прямо на их территории, да, то есть, соответственно, мне было интересно, будет ли такое, пока что вроде как такого нет, но формально Елена права, то есть они граждане Беларуси, поэтому оттекать мы не можем. Якая у вас стаўка наконт таго, колькі чалавек сёлета прагаласуе? Гэта будзе наша запаведная лічба 6000, за якую усе так трымаліся так цягам 2 гадоў. Гэта будзе больш, менш? 7-6 там. Як вы лічыце? 500 было. Не хочу адказваць на гэтае пытанне, так, ну просто... Ну, я спадзяюся, што гэта будзе больш за 3000. Ну, пессимистичные прогнозы. А у вас, Павел? У меня мысль такая же, между 3 и 4 тысячами. Опять же, если там это не будет разогреваться какими-то целенаправленными действиями, но я более пессимистичен, чем 2 года назад. Я вижу меньше интереса, и мне кажется, что это выльется в явку. Павел, як вы лічыце, вось у Новай Беларусі ці можна вось гэтую цяперашнюю сістэму для галасавання будзе прымяніць і, напрыклад, паралельна з афлайн-галасаваннем са скрынямі вось гэта ўсё выкарыстоўваць падчас выбараў? Я думаю, что да, потому что сама система достаточно стабильная. Как бы в любом случае, конечно, под страновой масштаб она будет требовать доработок, но сам концепт этой системы, он крайне инновационный. То есть мы используем все-таки вот этот подход цифрового кошелька. Мы привели его, кстати, к европейскому стандарту. У нас там мы голосуем в легитимный орган, у нас, соответственно, как бы есть международные наблюдатели. Ну, то есть это все такие достаточно интересные инновационные факторы, которыми можно гордиться, потому что не так-то много есть наций, которые используют такие технологичные платформы и создают такие процессы. Да, и это, кстати, очень интересно, потому что после выборов 2 года назад достаточно много представителей разных стран приходило изучить этот опыт, понять, как это было построено технологически, потому что тема онлайн-выборов, она очень такая, вызывающая обсуждение у политиков, у общества. Всем интересно узнать какой-то опыт, с какими проблемами люди сталкиваются. А тут вот мы, вот все наши проблемы в виде режима давления на нас, ну просто готовый учебник. Изучай и извлекай уроки. До речі, ви самі будете голосувати? Конечно, так. Уже проголосовали? Я яшчэ не, але ну дадатак усталявала сабе, але яшчэ не галасавала. Вось я планавала павярнуцца з эфіру, спакойна сесці і прагаласаваць. Павел? Я не смогу, потому что моим паспортом мы тестировали ночью как раз-таки уже собранную систему в продакшене, поэтому паспорт загорел. Это цена. Ахвяра. Сапраўды. Ну і ўвогуле скажыце, ці моцна вас ужо за гэтыя гады стаміла вось гэтая праца з гэтым галасаваннем, з гэтымі выбарамі, ці чакаць, што праз 2 гады вы ўсё яшчэ будзеце гэтым займацца? Ты перший. 2 года назад я говорил ни в коем случае. А Ярослав Бекиш писал у себя в Фейсбуке: бейте меня по голове, если я снова на это соглашусь.
И вот мы здесь, Ярослава с нами нет, но он есть в комиссии, как бы, да, но я говорю, это травма, которая забывается, и в этом проблема, потому что когда ты в себе оживляешь, ты думаешь, господи, зачем я на это согласился? Тут можна параўнаць з родамі, калі нараджаеш дзіцяці, праходзіш праз усе гэтыя болі і пакуты, думаеш, больш ніколі ў жыцці. Ну, а потым гэта ўсё так забываецца, асабліва, калі там ёсць нейкія станоўчыя эмоцыі, ты ўжо такі, окей. Я не буду зарекацца, але, шчыра кажучы, ўжо б не хацелася. Ну, гэта, насамрэч, гэтым разам гэта складанне. Я думала акурат, што вось на досведзе будзе лягчэй, ну, і маральна, і ўвогуле ты уже так, ну, як бы можаш нешта там прарахаваць, спрагназаваць, ну, не лягчэй. Ну и давайте... Просто в этот раз из всех подготовился только режим, поэтому... Лепш за ўсіх. Ну, слухай, ну, давай гэта прызнаем, так і ёсць. Хлопцы падрыхтаваліся добра, малайцы. І грошы ў іх ёсць. Рабіце высновы. Павел, ну давайте напрыканцы ўсё ж і Алена яшчэ раз скажем тым, хто хоча прагаласаваць, як, дзе, што рабіць і чаму на 100% гэта ўсё бяспечна і празрыста. Смотрите, тут важный момент, что на 100% это безопасно, если выполнять все требования, указанные в инструкции. Да, это очень важно, потому что вся безопасность – это всегда совместная ответственность. Именно поэтому мы пишем какие-то рекомендации. Соответственно, вся информация о выборах, о каналах со ссылками есть в каналах Координационного совета. Не ищите что-то сами, используйте ссылки только из официальных источников, потому что первое, что любит делать белорусский режим, это создавать фальшивые сайты, похожие приложения сейчас уже. Не уверен, что они так быстро отреагируют, но я думаю, что могут и быстро отреагировать. Да? Поэтому все ссылки нужно кликать только из официальных источников. Второе, внимательно читайте инструкцию. Особенно если люди находятся в Беларуси или ездят в Беларусь. Соответственно, там написано, используйте инкогнито режим. Если вы забыли, то обязательно почистите историю и кэш. Этому нужно следовать неукоснительно, потому что иначе это оставит следы, за которые человек может потом пострадать. Соответственно, если следовать всем инструкциям, то действительно это будет безопасно, потому что мы как команда со своей стороны предприняли максимальное количество шагов для того, чтобы обезопасить нашу аудиторию. Проголосовать можно либо с мобильных приложений, мы рекомендуем это только для диаспоры, и если диаспора не ездит в Беларусь, либо через веб-канал. Через веб-канал можно голосовать, если человек находится в Беларуси или ездит в Беларусь. Или если что-то не получилось с мобильным приложением, мы понимаем, что всякие проблемы могут случаться в процессе. Соответственно, есть два канала, по сути, сегодня. Один можно всегда использовать как дублирующий. То есть, и дальше, как я уже сказал, обязательно только через официальные каналы голосуйте, то есть не пытайтесь искать что-то сами или кликать отсылки там, в чатах, друзей, знакомых и прочее, потому что такие вот фишинговые ссылки – это первое, что обычно создается. Алена, есть что дадаць? Не, няма нічого дадаць, Павел усё, як мне падаецца, поўна і дакладна патлумачыў. Ну что ж, я дзякую вам, что вы до нас, Алена, завіталі, что вы, Павел, долучыліся до нас, рассказали всю правду, что адбываецца. Вось сябры, я нагадаю, што стартавала галасаванне да выбараў у каардынацыйную раду. Яно будзе цягнуцца мінімум да 17 числа, гэта па плане, а ці будзе яно працягнутае ў сувязі вось са складанасцямі, якія ўзніклі на пачатку, то гэта будзе ўжо аб'яўлена крыху пазней каардынацыйнай радай. Так, сачыце за апдэйтамі, калі ласка, за паведамленнямі. І я яшчэ хочу падзякаваць калег-журналістаў, якія асвячаюць гэты працэс. Дзякую вам вялікі, што вы неабыякавыя, што вы працуеце, бярэце каментары, задаеце пытанні, падсвечваеце хібы. Дзякую вам вялікі. Ну і дзякую вам за працу. Алена, Павел. Сябры, нагадаю, Алена Прыходзька, старшыня выбарчай камісіі каардынацыйнай рады, і Павел Лібер, распрацоўшчык платформы для галасавання на выбарах. Сёння былі гасцямі жывога эфіру Еўрарадыё. Мяне завуць Маша Калеснікава, і я з вамі развітваюся. Да пабачэння. Да пабачэння. Жыве Беларусь. Жыве вечна. Wow.